Нам, музейным работникам, посчастливилось узнать и прочувствовать пронзительную историю любви наших земляков из села Кетчи, Торговкина Абу и Аграфены Антоновны. Дружили с юности, мечтали о будущем, стремились к знаниям, учились. В 1939 году Абу становится студентом исторического факультета Якутского пединститута. В 1941 году Абу получает повестку. Федотова Марфа Никифоровна в своих воспоминаниях о своем брате рассказывала. Мы с Абу были приемными детьми в семье Афанасия и Марии Торговкиных. Жили очень дружно и счастливо. До войны у нас все было хорошо. Абу учился в Якутске. Потом началась война. Абу отправил нам сообщение с Якутска, что едет на войну на пароходе. Мы с родителями поехали в город Алюкминск, чтобы встретиться с братом, но мы так и не увидели его. С парохода никого не выпускали и не впускали. Даже нашу посылку для брата не взяли. Все паниковали. Женщины плакали. С парохода люди махали руками, но не было возможно разобрать, кто кому машет. Всю дорогу домой мама и папа очень горько плакали. Свыше 30 писем от своего друга юности получила в период с 1941 по март 1944 года Аграфена. Сегодня эти письма – живые свидетели той страшной войны. Пожелтевшие, с рваными краями на сгибах, читанные-перечитанные, писанные красивым почерком, переходящие в боевой спешке в неровный. Как можно больше мыслей старался Абу втиснуть в листочек бумаги в короткие перерывы между боями. Вот здесь на войне, когда бывают трудные минуты, успокаиваешь себя. Ведь сзади тебя Родина, она ждет тебя с победой. Тебя ждет твоя любимая, кого жена, кого подруга. Вот однажды был такой случай. Мы выполняли одну задачу. Пробрались к немцам вплотную и лежим, поджидаем фрицев. Рядом со мной мой ординарец из Украины. Вот идут фрицы гуськом, ничего не подозревая, с котелками. Местность открытая, впереди их лежат мои бойцы. Взять хоть одного живьем. Сравнялись с нами, у меня автомат. Я говорю своему ординарцу: вот это за Украину. И выстрелил. Убил наповал. Фрицы засуетились и пустились двое в ту сторону, где лежали мои орлы. Я решил одного из них застрелить, чтобы справиться было легко. С возгласом «за грушу» выстрелил и ранил, а другого схватили мои ребята и уволокли к своим траншеям. Немец заметил нас и начал сыпать минами и из пулеметов. Еле выбрались. Такие случаи бывают с каждым фронтовиком. Груша, писать есть что, если тебя интересует моя фронтовая жизнь. Но будет много интересных рассказов тогда, когда я вернусь с победы. С новым счастливым годом, дорогая моя Груша! Привет с Центрального фронта! Примите мое чистосердечное пожелание провести новый 1943 год счастливо и весело. Во-вторых, поздравьте меня с 21-летием моего существования на свете. Сегодня, 5 января, утром в 5 часов собрал своих друзей, подняли бокал за своих подруг, настоящих невест, будущих супруг. Таких, как я, оказывается, много, то есть не успевших узнать суть жизни. Вот за эту жизнь и деремся мы день и ночь, очертя голову. Если не сумеем отстоять, плюс не дожить, буду до нее жить, творить. Чувствую себя, как в раю. Эх, как соскучился по тебе. Когда же еще получу от тебя письмо? Я твоими только письмами живу. Вот в прошедших боях били немцев на славу. Конечно, малость отличился, в том числе и я. Но отнюдь не хвастаюсь. Можешь читать про нас, про лихих разведчиков в фронтовой гвардейской газете. Привели 4 фрицев, на следующий день еще одного. За это моих 19 разведчиков наградили, а 20-го меня. Из них орденом славы 6 человек, Красной звезды 3, а меня орденом Отечественной войны. И повысили воинское звание. Что больше нам требуется? Заслужил – получи. Это, конечно, не только за это, но и за прошлое. Итак, можешь поздравить солдата с правительственной наградой. Поздравляю тебя, любимая Груша, с праздником, днем 8 марта. И примите мои наилучшие пожелания в твоей жизни и успеха в работе. Обстановка позволяет написать тебе письмецо. Сижу на койке. Рядом радио, горит электросвет, и рядом мои боевые товарищи тоже пишут домой письма. Это единственный дом, чудом уцелевший от большой деревни. Немец при отходе сжигает все.
Скоро здесь грозит распутицей. Опять будем плавать по болотам проклятой Калининщины, как в прошлом году. Вот-вот жду приказа, ну разведка, давай пленного. И начнется наша монотонная, богатая разными событиями, наша такая, живем минутами. Груша, сегодня перед тем, как писать письмо, перечел все твои письма. Да, дорогая, ты впервые пишешь такое теплое, глубокое по смыслу письмо, а я их ждал очень и очень давно. Твои слова пронзают меня насквозь, и твоя вера и надежда еще больше обязывают меня бороться за жизнь, за счастье, за тебя и за многих других, как мы с тобой, как ты уверена в своих словах, в своей вере о встрече. Да, это наше счастье – встретиться и вновь начать нашу дружбу и жить, коротать свою жизнь до преклонных лет. Представляю, как мы будем жить. Итак, кончаю писать. Жди до конца, и я вернусь верным тебе. Моя любовь становится с каждым днем крепче и крепче. Уверенность и надежда к тебе и твоим словам усиливается и обосновывается. Итак, мое последнее слово. Я верю тебе, я вечно твой, тебя считаю своей. Крепко целую, нежно обнимаю. Пиши почаще. Поздравляю с праздником. Здравствуй, возлюбленная моя дорогая Груша. С приветом и с горячим поцелуем, любящий тебя Алик. Писем пока не получал от тебя и решил написать письмо с поздравлением и пожеланием наилучших успехов в работе и спокойной жизни. Ему бокал за твое здоровье и счастье. Груша, пиши почаще и вышлите обязательно фото. Привет всем моим знакомым, матери и сестре. Опиши из моих друзей, кто, кем и как воюет. Целую в твои алые губки. Третьего марта 1944 года Або пишет письмо, где, шифруясь, указывает свое местонахождение на якутском языке. Пустошка город Арга Тюер Меникис Прибалтийская Боронга Барбен. Это место, где он погибнет 11 марта 1944 года. Эти письма человека, мечтающего о мире, тоскующего по дому, родным местам, близким. В них звучат уверенность в победе над врагом, надежда на возвращение домой. Они помогли нам понять, как выжил, выстоял и победил в этой войне солдат. Охватывает дрожь, нападает бессонница, когда читаешь строчки воина, проникнутые тревогой и заботой о любимой. В его письмах правда тех лет, огромная воля, бесстрашие и вера за этими строчками. Письма очень личные. Кажется, в них мало строк о войне, но зато много слов о любви. Мы доверяем великую тайну любви полкового разведчика Торговкина Або Васильевича сегодняшнему поколению. Любовь вне времени. 23 июня 1944 года в 9 часов вечера Аграфена узнает о гибели Або. На его фотографии она оставляет запись. Мы с ним делились горем и радостью. Сейчас я удивляюсь. Если бы он видел, если бы он знал. Умереть в 23 года, когда вся жизнь впереди. Я никогда не испытывала такого ужаса, как в этот момент. Я не хочу больше жить на земле, запятнанной преступлениями. Но нет. Хочется жить и расти для страны сильных и умных людей. Я чувствую на щеке то место, что для жизни века не дано. Привет с Польши. Здравствуйте, уважаемая Аграфена Николаевна. По первых строках моего письма примите мой армейский привет с пожеланиями всего наилучшего в твоей работе и жизни. Сообщаю, что жив-здоров, живу около моря, охраняем берега свободной Польши от противника. Пожалуй, нам не придется больше встречаться с противником. Пишите, когда и где был убит Або. Мне не пришлось сложить голову на полях Витебска и Восточной Пруссии, и как-то остаюсь просто чудом. Это счастье любому фронтовику. Пишите, как живете, как молодая жизнь течет.
Фронтовые письма Абу. После него не осталось на этом свете ничего. Их сберегла и хранила до самой смерти Аграфена, как память о друге юности. Они находятся в надежных руках дочери Аграфены Николаевны, Натальи Алексеевны Халтановой. И в них сохранится память о бесстрашном полковом разведчике, герое Великой Отечественной войны. Ему было всего 23 года. Я верю в человеческую память, в умение любить и сострадать. Вечный огонь любви и памяти должен всегда гореть в сердцах будущих поколений, как знак великой благодарности всем, кто отстоял мир и счастье на земле. Присоединяйтесь и участвуйте в новых форматах «Бессмертного полка». Прикрепите портрет ветерана на заднее стекло автомобиля или разместите его на одежде, а 9 мая замените свой аватар в социальных сетях на портрет героя вашей семьи. Пусть в День Победы наши герои будут с нами.